А в столице России праздничный концерт посвятили знаковым юбилейным датам: 390-летию вхождения Якутии в состав российского государства, столетию якутской автономии и постпредства республики, а также 125-летию Максима Кировича Амосова. Вечер стал настоящим подарком для якутян, проживающих в Москве. А еще развернулась целая выставка, посвященная Якутии. Все это вживую увидела Айсена Бурнашова. Любовь к родине в каждой ноте, красота просторов в каждом аккорде. Гимн Якутии в исполнении Вилюйского хора торжественно открыл праздничный вечер. Этот концерт действительно стал подарком для сотен зрителей, да еще и в канун важной даты – 27 апреля. Кто, как не Сахая, так глубоко и нежно исполнит песню «Сахам Сиря». Кто, как не оперная дива Екатерина Корякина, заворожит зал чистым меццо-сопрано. Танцы также заставили биться сердца зрителей чуточку быстрей. Ну а золотому голосу Мариинского театра, якутянину Григорию Чернецову, пожалуй, подпевал каждый. Мое все детство прошло там. Там я, по сути, научился петь в хоре мальчиков при президенте республики. Вдвойне приятно получить приглашение и оказаться вот среди таких важных людей, среди земляков, москвичей. Еще одним хедлайнером вечера стал джазовый музыкант Игорь Бутман. Он не просто играл на саксофоне, буквально говорил со зрителями бархатным голосом инструмента. А его совместное выступление с Аленой Утай однозначно останется в памяти каждого, когда этномузыка и джаз слились воедино. Мы отталкивались, конечно, от Алены и от ее звуков, но она в то же время отталкивалась от того, что мы играем. Поэтому получилось такое очень естественное соединение. Ну, конечно, это большая честь, это гордость за свою республику. Я просто не могла бы не принять участие. Я бы просто сама прибежала и выступила. Жарко в этот день было не только на сцене, но и в фойе концертного зала, где развернулась выставка Якутии. Мягкое золото, ювелирные изделия зацепили на себе внимание, в том числе и олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной. Конечно, женщину всегда привлекают украшения, меха. Все, что красота связана всегда с женщиной. Ну и как же без ярких красок? Гости выставки могли взять кисти в руки и нарисовать светлое будущее Кындыкан, собирательного образа народов Севера. Эта картина будет дарить свет и хорошее настроение всем, кто на нее будет смотреть, как дарит Якутия, наверное, и все здесь присутствующие, хорошее настроение. Кульминацией вечера стала презентация гимна постоянного представительства «Якутск-Москва». Конкурс на создание песни стартовал менее года назад. Тогда по решению жюри победу одержал композитор Николай Андросов. И сегодня гимн на слова Сергея Прачева и Валентины Комиссаровой впервые прозвучал с большой сцены. Очень такой прекрасный концерт, который позволил нам воссоединиться сегодня вместе со всеми земляками. На концерт пригласили таких людей, что не всегда их вместе увидишь. Но в целом очень радостно, очень много земляков увидели, вообще было красиво. Настроение хорошее и заодно чувство такое патриотичное. То, что мы в составе великой страны. Айсена Бурнашова, Туяра Константинова, Виктор Олесов, Олег Южилкин. Москва.